Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские раскрыли кражу в кафе в Якутске. 57-летний местный житель рассказал, что в кафе «Кишмиш» у него похитили сотовый телефон. Установлено, что он зашел перекусить. Повесив куртку на вешалку, он пошел обедать. Уходя из кафе, он и обнаружил пропажу. По горячим следам сотрудники полиции установили подозреваемого. Через час 48-летнего злоумышленника оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Как выяснилось, подозреваемый пришел в кафе со своей девушкой. На выходе она по ошибке взяла верхнюю одежду потерпевшего. В этот момент подозреваемый заметил, что в кармане чужой куртки находится телефон и, воспользовавшись ситуацией, незаметно от своей подруги похитил смартфон. Ничего не подозревающая женщина повесила чужую вещь обратно. Также оперативно в Якутске раскрыли кражу чуть крупнее. На этот раз украли мопед. Потерпевший пояснил полицейским, что он вечером припарковал свой мопед у крыльца гостиницы и ушел. Вернувшись, он обнаружил пропажу. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого 19-летнего местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый проживает напротив гостиницы. Он заметил оставленный мопед без присмотра и решил его украсть. Он незаметно похитил мопед и продал его за 5000 рублей. Между тем, мобильные аферисты продолжают обманывать якутян. Очередной жертвой стала жительница Нерюнгри. Девушка сообщила правоохранителям, что разместила объявление о продаже детской качели на одном из бесплатных интернет-сайтов. В этот же день ей позвонил мужчина, который сказал, что хочет приобрести качели и готов произвести оплату на банковскую карту. Для этого он попросил потерпевшую назвать имя и отчество, продиктовать номер карты, а также код подтверждения операции из СМС-сообщения, который придет на ее телефон. Потерпевшая, ничего не подозревая, выполнила эти условия, после чего с ее карты были похищены 75 000 рублей. Раскрыто убийство охранника магазина в поселке Нижний Бестях. Около 9 утра в дежурную часть поступило сообщение из магазина. Работник сообщил, что обнаружено тело охранника с признаками убийства. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа. Из Якутска выехали сотрудники управления уголовного розыска. Убитый был обнаружен на своем рабочем месте в будке охраны. Эксперты установили на теле более 15 ножевых ранений. Также было установлено, что убийца побывал в самом магазине, одно из окон которого было разбито. Выяснилось, что из кассы магазина пропали около 100 000 рублей. По подозрению в убийстве оперативники задержали 47-летнего бывшего администратора магазина в тот момент, когда он собирался скрыться из поселка в Якутск на моторной лодке. При нем среди прочих документов был обнаружен заграничный паспорт. У него изъяли деньги, похищенные из кассы магазина, видеорегистратор, нож и одежду, в которой подозреваемый был в момент совершения преступления. Оперативники установили, что бывший работник магазина, совершив кражу денег, вспомнил о системе видеонаблюдения, которым оснащено торговое помещение. Он решил проникнуть в будку охранника, чтобы изъять видеорегистратор. Там между ним и охранником возникла потасовка, в ходе которой он и убил мужчину. Студенты главного университета Турции устроили протест против планов правительства выкорчевать бульдозерами сотни деревьев на территории кампуса, чтобы построить еще одно общежитие. Полиция использовала перцовые баллончики, чтобы разогнать толпу. Вырубку леса рабочие все же начали. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Акция протеста студентов Ближневосточного технического университета в Анкаре в понедельник переросла в столкновение с полицией. Учащиеся главного вуза Турции выступают против вырубки леса на территории кампуса, где растут 40-летние тополя. На этом месте правительство планирует построить новое общежитие. По словам митингующих, уничтожение деревьев нарушит экосистему региона и приведет к непоправимым последствиям. Впрочем, молодых людей волнует не только экология. Построенное здание будет контролировать непосредственно руководство страны, в то время как остальные корпуса являются собственностью учебного заведения. Студенты называют проект «Троянским конем», призванным сокрушить независимость и свободу университета. Защитники леса устроили пикет на строительной площадке еще в мае и в течение 55 дней не пускали на нее бульдозеры. В результате к месту событий направили полицейских, которые для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ. По сообщениям СМИ, задержаний не было. После столкновений власти все же начали вырубку деревьев. Полиция запретила представителям муниципалитета Анкары приезжать для проведения проверок на месте, а депутатам от оппозиционных политических партий входить в кампус. Так утверждают несколько законодателей и СМИ. В заявлении офиса ректора университета говорится, что для строительства будет вырублено 750 деревьев. Площадь леса в 4000 квадратных метров останется нетронутой. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.